Мы с детства хорошо знакомы с фольклором славянских народов, а вот о мифологии казанских татар почти ничего не знаем. Мифические существа татарской мифологии тесно связаны с обрядами и обычаями наших предков и обитают как на суше, так и в воде. Одно из самых известных существ, живущих с людьми, это бичура. У татар этот персонаж представляется в образе низкой женщины. Бичура не причиняет особого зла, но жить с ней тяжело. Она бьет посуду, мусорит и шумит по ночам. Чтобы избавиться от бичуры, нужно разобрать дом и построить его на другом месте, или же просто привести медведя. Куда опаснее татарская ведьма Албасты. У этого существа 3 глаза, неухоженные волосы и длинные ногти. Она приходит к человеку ночью и наваливается на него во время сна. Самый надежный оберег от Албасты — любой острый предмет. Даже простая иголка выгонит ведьму. Из лесных духов самым известным в татарской мифологии считается Шурале. Он похож на человека высокого роста с длинными пальцами. Шурале заманивает одиноких путников в глубину леса и щекочет до смерти, поэтому передвигаться по лесу лучше в компании. Но если вы попались к Шурале, можно сыграть с ним в хитрую игру. Уговорите духа засунуть пальцы в расщепленное дерево, он застрянет там, и вы сможете убежать. В водоемах также нужно быть осторожным. Там живет Субабасы, хозяин воды. Он никогда не выходит на берег, но легко может утащить на дно нежеланных гостей. К счастью, можно задобрить духа. Выдерните свой волос и бросьте на дно водоема. У хозяина воды есть жена Суанасы и сын Су-Иясы. Обычно они сидят на берегу и расчесывают свои волосы. Если увидеть этих духов, они уплывут на дно и оставят свой серебряный гребень. Но ни в коем случае не берите его, иначе водяные будут приходить к вашему окну каждую ночь и просить вернуть свою вещь. Персонажи татарской мифологии выполняют много функций. Они олицетворяют опасности, объясняют неизведанное и, наконец, предостерегают детей, чтобы те слушались родителей. Mm-hmm.